В этом году исполнилось 34 года добровольческому движению Отечественной войны народа Абхазии. Торжественные мероприятия, посвященные этой дате, прошли в городе-герое Гудаута, где располагался штаб Конфедерации горских народов Кавказа. Начались мероприятия с возложения цветов к памятнику добровольцам. Когда над Абхазией нависла угроза, сыновья родной земли встали на ее защиту. Вместе с ними плечом к плечу стояли добровольцы, которые, оставив свои семьи, приехали издалека, чтобы помочь братьям в трудную минуту. Многие из них так и не вернулись домой. Каждый год, 15 августа, добровольцы приезжают в Абхазию. В этот день, как и в 1992 году, они собираются вместе, чтобы вспомнить тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей страны. В Гудауте, у памятника, где когда-то находился штаб Конфедерации горских народов Кавказа, собрались десятки людей. Почтить память добровольцев, пожертвовавших своими жизнями ради свободы и независимости Абхазии, пришли вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, депутаты парламента, посол России в Абхазии Вячеслав Гладков, посол Южной Осетии в Абхазии Стамур Кация, ветераны, представители общественности, матери погибших и, конечно же, сами добровольцы. Вставайте, вставайте, Кавказа, сыны, нам танки и пушки врагов не страшны. Свободу добудем в бою мы себе, и пусть нам Всевышний поможет в борьбе. И с криком Аллах мы в атаку пойдем, свободу Кавказа в бою обретем. Родная земля нас кормила не зря, встает над Кавказом свободы заря. О-о-о. Коль надо, кавказцы и все как один, за горы родные мы жизнь отдадим. Приход добровольцев поднял боевой дух абхазских воинов и вселил уверенность в сердца всех жителей. Память о мужестве добровольцев, которые пришли на помощь в годы Отечественной войны народа Абхазии, священна для каждого жителя республики. Их братский подвиг навсегда вписан в историю страны. А 15 августа здесь официально отмечают как День добровольца. Именно тогда, в далеком 92 году, в Гудауту прибыла первая группа добровольцев с Северного Кавказа во главе с Султаном Сасналиевым. В боевых действиях за свободу и независимость Абхазии сражались более 2000 добровольцев. 294 из них отдали свои жизни, защищая Апсна. 51 доброволец удостоен звания Герой Абхазии. В этом году из Северной и Южной Осетии в Абхазию приехало около 12 добровольцев. Вспоминая свой путь, добровольцы отмечают, что не могли оставаться в стороне, когда их братьям потребовалась помощь. Когда мы услышали слова Владислава Арзимбы, что он просит всех добровольцев, всех воинов Северного Кавказа прийти на помощь Южной Осетии, Абхазии, мы все тогда поднялись и приехали сюда. Это было вот, когда мы это услышали все. Мы приехали сюда и встали на защиту Абхазии. Это был зов сердца. Мы должны были защищать Абхазию от этого врага. И поэтому мы все здесь находились, и никто никогда не говорил, что я хочу уехать, я хочу там. Все шли вперед и держались, как мы могли, вот все. Добровольческое движение было многонациональным. На защиту нашей страны встали добровольцы Северного Кавказа, абхазских диаспор за рубежом, а также юга России и Приднестровья. У каждого из этих людей своя история, но всех их объединяет одно – отвага, решимость, благородство. Мне тогда было 33-34, вот так. Когда узнали, что создали Конфедерацию горских народов, что в Абхазии тяжело, война началась. И ребята все собрались, ну что, поедем, с разных мест в Чечни. И решили на помощь приехать. Тяжело не было, как узнали, что здесь народ страдает, все. А чеченцы, они всегда такие. Хоть бы никто не был, на помощь всегда в первую очередь. Вот так и решили все, вот так и приехали. Перешли, в общем, через горы. Абхазскому народу самого наилучшего желаем. Или процветания всего, чтоб дружно было. Все восстановится терпением, с уважением друг к другу, чтобы было. Нас
принимают очень хорошо. Благодарны руководству и всем, даже кому не подойди, с уважением относятся. Чего это нас радует? Мне было 18 лет. Мы с друзьями, нас 5 друзей, 18-19 лет нам было. Когда узнали, что здесь война, что маленький абхазский народ борется, скажем так, намного превышающим силы грузинским народом, мы решили, что нам надо приехать, помочь своим братьям. У нас все равно как-то внутри, когда где-то нужна помощь, надо идти на помощь. И если не в единстве как бы наша сила, да, вот если бы мы каждый по отдельности у себя дома сидели бы, такого как бы и не было бы. Надо в таких ситуациях быть вместе. Только так мы можем противостоять. Добровольцы, пришедшие на помощь, стали олицетворением подлинного мужества. День добровольца в Абхазии впервые торжественно отметили в 2012 году по инициативе Леонида Лакербая, который в то время был премьер-министром. Для абхазского народа это еще одно напоминание о том, благодаря кому мы одержали победу. Это для тех, кто застал то время, прочувствовал то время. Ну и для молодых. 34 года – это большой срок. Целое поколение родилось, которое не видело и не слышало этого. Но это хорошее напоминание, что есть такой день, есть такие люди, добровольцы, благодаря которым мы смогли одержать победу. У нас соревнование идет у внучек, кто идет на возложение. Вчера была ее сестра постарше в Сухуми, сегодня она. Но она уже мне сказала, что та чаще ходит, чем я. Пусть ходят. Пусть впитывают в себя все это, потому что им дальше жить. Памятные мероприятия продолжились в Доме культуры Гудауты, где состоялось торжественное собрание. Вице-президент Беслан Бигвава зачитал обращение президента Абхазии Бадры Гунба. Дорогие наши братья, дорогие добровольцы, сегодня мы отмечаем особый для Абхазии день – День добровольца. Это день, когда мы с особой благодарностью вспоминаем тех, кто в самый тяжелый период нашей истории пришел на помощь абхазскому народу. Когда 14 августа 1992 года на нашу землю пришла война, уже на следующий день, 15 августа, в Абхазию прибыли первые добровольцы. Они перешли Кавказский хребет, чтобы стать рядом с нами и вместе защищать нашу Родину. Это было время, когда особенно остро мы почувствовали, что не одни. Из первых отрядов добровольцев начался большой путь, который прошли вместе с нами сотни людей с Северного Кавказа и из других регионов России, представители зарубежной абхазской диаспоры. Вы пришли в Абхазию по зову сердца. Вас привели сюда историческая память, чувство справедливости и братства, которое не измеряется расстояниями или границами. С первых дней войны и до самой победы вы были рядом с нашими бойцами. Вы делили с нами все тяжелые дни, тревогу, боль утрат и, наконец, радость победы. Сотни добровольцев отдали жизни за свободу и независимость Абхазии. Мы склоняем голову перед памятью каждого, кто погиб, защищая нашу землю. Их имена навсегда вписаны в историю Абхазии и в память нашего народа. Дорогие братья, прошли десятилетия, но время не способно стереть память о тех, кто пришел к нам в самые трудные дни. Мы помним вашу помощь, ваше мужество и вашу верность. Помним тех, кто остался на абхазской земле навсегда. Сегодня независимая Абхазия живет мирной жизнью. И наш долг – беречь этот мир, хранить память о павших и передавать будущим поколениям историю братства, которое было рождено в годы войны и выдержало испытания времени. Когда мы увидели первых добровольцев, у нас словно плечи стали шире, мы будто стали выше, и в тот момент окончательно поняли – победа будет за нами, говорит вице-президент Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии. Я хочу рассказать один эпизод. Мы базировались здесь, в пансионате «Черноморец». С первых дней войны, 15 августа, я попал сюда, был студентом. И круг ребят был с нами.
Я познакомился тогда с первым добровольцем, он был чеченец, его звали Ламали, он был снайпером. И кто-то из ребят спрашивает его: ты сюда вот приехал по каким побуждениям? Что тебя привело сюда? У тебя здесь родственники? Он отвечает: нет. Друзья? Нет. В Абхазии был? Нет, никогда, первый раз. А почему ты приехал? Он говорит: я приехал по зову сердца, потому что не мог остаться в стороне, когда у малочисленного народа хотят отнять его свободу. И каждый из вас поступил именно так. Не по приказу, не по принуждению, не за какие-то деньги. Вы пришли сюда по зову сердца. Когда многие сомневались, вы пришли и стали рядом со своими братьями. Сегодня путь добровольца продолжают наши друзья, близкие, также в зоне специальной военной операции. Да, к сожалению, там тоже гибнут люди. Здесь сегодня находится Яхагоев Сергей. У него недавно погиб там сын. И эта смерть тоже не напрасная, потому что все они там воюют именно за правду. Защита республики была осознанным шагом по зову сердца, без расчета на награды или возвращения назад до достижения победы, отмечали добровольцы в своих выступлениях. Каждый раз на День добровольца вижу вас, и душа аж радует. Сегодня День добровольца, это, конечно же, не у всех, не везде, но в Абхазии его чтят, помнят очень даже на высшем уровне. Сегодня сидят здесь матери. Особенно хочу подчеркнуть Любу, нашего министра обороны, вдова. Это очень ценный человек для нас. Ни один доброволец сюда не приехал, чтобы, не завершив начатое, вернуться домой. Мы ехали все с такими намерениями в один конец. То есть получится — вернемся, не получится — оставим след за собой. След добровольца, благородного человека, который протянул руку в самое нужное время народу, простому такому народу. И мы не жалеем ни о чем. Спасибо, что вы помните нас, что каждый год День добровольца вы нас приглашаете, официально приглашают нас и даже просят: пожалуйста, если у вас есть хоть какая-то малейшая возможность приехать, приезжайте, мы ждем вас. Вот так вот убедительно просят нас, чтобы мы приехали. А не так, что, вы знаете, вот, лишь бы они не приехали. Вот такого нету. Мы это чувствуем, когда нас приглашают. Я хочу вас поздравить с праздником Днем добровольца, с такой датой, важной датой для республики. И хочу отметить то, что единственная республика на нашем постсоветском пространстве установила такую дату, как День добровольца. Низкий поклон за это народу Абхазии, органу государственной власти Абхазии, потому что это действительно очень важное событие, как День добровольца. Само добровольчество является главным признаком возрождения нации, возрождения народа и тем основанием, что нация имеет право на будущее. Абхазия смогла это сделать, это пример другим народам. Массовая поддержка абхазов со стороны народов Кавказа отражает крепкие братские узы и уважение к истории. У каждого из этих народов своя уникальная история, но их объединяет общее – мужество, решимость и великодушие. Вы, ветераны, добровольцы, первые шаги в Абхазии, боевой путь начали с нашего города. Мы это ценим, гордимся тем, что
Вы были в сложные времена рядом с нами. Ваш путь пройденный не должен забываться. Мы должны эту информацию на должном уровне предоставлять нашему подрастающему поколению. Мы с вами выросли на патриотизме, на героизме, который проявляли наши старшие во времена Великой Отечественной войны. А вы повторили тот же путь. На торжественном собрании также выступили и артисты абхазской эстрады, подарив зрителям яркие и трогательные эмоции. Песни, полные душевной теплоты, словно оживляли страницы истории, возвращая в те трудные времена, когда добровольцы без лишних слов пришли на помощь Абхазии. День, о котором слеза на щеке, кровью багряной покрыт на заре, радость и горе, вплетенная в ней, Родины нашей, сестер, матерей. За свободу, за твою отстой, лучшие ушли твои сыны. Плачешь, мать моя, ты слезы льешь. В честь Дня добровольцев в Музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар открылась фотовыставка «История народа – это память народа». Вместе с вице-президентом страны экспозицию осмотрели члены правительства, добровольцы, общественность. Лаура Капш, Заур Лев, Абхазское телевидение.